Книгу, ради которой когда-то сдавали горы макулатуры и готовы были отстоять любую очередь на сегодняшний день, в лучшем случае используют как предмет декора или относят в ближайшую библиотеку, а в худшем выкидывают на мусорку. И вот как в антиутопии Рэя Брэдбери у нас уже появилось особое сообщество хранителей бесценных произведений, брошенных своими хозяевами. Теперь у них есть свой книжный приют и шанс начать новую жизнь. Подробности у Тимура Юсупова. Каждая прочитанная книга – это еще одна прожитая жизнь. По результатам международных исследований в 50-е, 60-е годы СССР оказалась самой читающей в мире страной. Граждане Советского Союза тратили на чтение в среднем около 11 часов в неделю. Вдвое больше, чем американцы, англичане или французы. Гигантскими тиражами публиковались произведения на русском, башкирском, татарском, казахском, украинском и других языках страны Советов. Сейчас трудно представить художественное произведение с тиражом в 100 тысяч экземпляров. Но на тот момент это было обычным явлением. Своя библиотека была почти в каждой квартире. Но сегодня многие забывают их ценность. Тем не менее, существует целое сообщество людей, которые стараются сохранить литературное наследие, и делает это совершенно безвозмездно. Увидела на помойке поставлены 2 большие сумки с книжками, перетаскала домой и так думала, как их приспособить, кому-то отдать или что-то. А потом в соцсетях познакомилась с Максимом, он в Санкт-Петербурге живет. Вот, он организовывал раньше книжный приют. Ну и я решила тоже, в Уфе ничего не было подобного. И вот решила организовать. И так потихонечку. Потом стали объявления давать, и люди стали интересоваться, приходить, приносить свои книги, забирать. У нас бесплатно, то есть не за деньги. Приносят бесплатно, и мы бесплатно отдаем эти книги. Есть такие, которые такие книголюбы, как я их книгоманами называю. Вот, сама такая. Вот, и когда что-нибудь, какие-то новинки, они просят это, там то или то оставить, что-нибудь увидишь, им оставишь, и они обязательно отблагодарят, что-нибудь, какую-нибудь поделочку принесут. Приходят и школьники, и пожилые, и среднего возраста, но в основном среднего возраста. Ну, в общем, очень разнообразно. А вообще в книжном мире все говорят, что вот, все там как бы в электронном виде, ничего подобного. Я столько людей знаю, которые любят только исключительно печатные книги, и очень молодых людей. Я вам хочу посоветовать вот эту вот книгу. Очень хорошая. Я ее купила в фикс-прайсе. Я как-то в Новом году мы купили аж 2 книжки. Это «Дед Мороз-то не настоящий» и вот эту. Очень хорошая, о дружбе. И у меня как-то резкое желание появилось читать, потому что у меня бабушка читает, мама читает. И вот все читают, и я такая подумала, а почему я не читаю? Я начала читать. Призываем всех принять участие в судьбе книжного приюта, подписаться на сообщество Ирины Германовны в социальных сетях, приносить свою литературу и заглядывать в гости за желанными произведениями. Эти вот приюты, было бы хорошо, если бы они только разрастались. В каждом городе было бы где их размещать, и кто-то этим занимался. Не все люди могут позволить, потому что книги очень дорогие. Вот. А нам приносят не только старые книги, но приносят и современные книги, вот, и в хорошем очень качестве. Вот. Поэтому я думаю, что работы бы всем хватило.